Передаем привет подписчикам телеканала «Ветер». Всем привет, дорогие друзья! У нас очередной выпуск нашего подкаста, и сегодня у нас в гостях Василий Радченко. Да, всем здравствуйте, всем привет. Просим любить и жаловать. Да, Вася может быть известен нашим старым зрителям по участию в наших старых передачах, когда мы еще были пропеллером. Да, 5 лет уже прошло. 5 лет прошло. Память не изменяет. Вася у нас играл на гитаре. И даже на бас-гитаре, если мне память не изменяет. Да, пару раз, кстати, было. И Василий на данный момент ведущий на новостном канале Якутия-24. Угу. Как ты к этому пришел? Расскажи нашим зрителям. В 2017 году телеканал открывался, и был набор. Руководство, я так понял, очень плотно везде абсолютно искало кадров, потому что, естественно, создавать телеканал, а тем более создавать круглосуточное вещание, это нужно очень много людей. Поэтому набирали. У нас как раз на тот момент, на момент 2017 года, концертная деятельность была довольно активной. Вот. Ну и вот так вот звезды сложились, совпали, что туда попал, пришел, попробовался. Я повторю эту шутку. Просто на канале увидели выпуск «Пропеллера», посмотрели, как мы разговариваем, сказали, вот эти вот болтающие ребята, конечно, нет. То есть ты сейчас спалил, что это все не с первого дубля записывается? Конечно, да. А парень с гитарой сойдет. Как на тебя все-таки вышли? То есть где-то тебя же должны были увидеть, тебе об этом не сказали? Ну, то есть ты, может быть, где-то громко разговаривал на улице, и тут мимо проходил. На остановке ругался. Да, один из руководителей подумал, этот парень нам подходит. Хорош парень. Просто на Украине, когда был, там люди в автобусах очень любят политику обсуждать, и Васю таким же методом просто поймали. Продолжай. Да, как получилось? Как они Да, я еще не начал. резюме-то все-таки нашли? Резюме никакого не было, и история умалчивает. И остается загадкой, даже для меня, до сих пор. А мне вот всегда было интересно, как так людей набирают? То есть они должны прийти, подать заявку. Сейчас на данный момент это все очень просто. У нас есть сайт yak24.ru, и там периодически публикуются объявления о том, что нужен корреспондент, то-то, 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 требования такие-то, такие-то, права у тебя такие-то, такие-то, зарплата такая-то. Требуется работник сайта. То есть это вся открытая история, и попасть туда на самом деле не так уж и сложно, если у тебя есть... Наверное, самая главная ответственность. Давай сразу. Это то, чего не хватает в последнее момент. время. А стоит ли туда попадать, как ты считаешь? Если это интересно познавать, то почему нет? Конечно. То есть как вот у тебя впечатление о работе, нравится, не нравится, плюсы, минусы? Оно периодами, как и на любой другой. То есть... Сначала, когда ты туда попадаешь, первый месяц-два, как, в принципе, и на любой работе, ты пытаешься понять, что вообще здесь происходит, кто все эти люди, почему здесь бегает 150 человек, и каждый говорит про какие-то цифры. Разные цифры, данные, какой-то непонятный свой сленг, имеется в виду профессиональный, как и в любой другой профессии. Ну, что мы с тобой слышали, да, когда Кэп с Майей настраивали камеры? Ну да, примерно так. И ты примерно понимаешь, о чем идет речь, но не до конца. Но, кстати, благодаря музыкальной деятельности, благодаря пропеллеру там и так далее и тому подобное, разговоры, опять же, о СМИ и телевидении, все это в дальнейшем пригодилось. Ну, не было лишним уж точно. Вот, поэтому первые 2 месяца примерно так проходит, а потом уже, когда более-менее что-то понял, начинаешь уже как бы работать над тем, зачем ты туда пришел. Ты же работал и как ведущий, и как корреспондент, получается. Поначалу вообще изначально пришел как ведущий, потом месяц поработал корреспондентом, потом все уже ведущим. Единственное, несколько раз ездил в командировки, но оттуда... Первый раз мы ездили на Сахалин, освещали «Дети Азии». Второй раз вот в декабре тоже в командировку ездил на Чаиндинское газоконденсатное месторождение. Ну вот оттуда репортаж привезли мы. Вот, в принципе. Что тебе ближе? Быть ведущим или все-таки работать как корреспондент? Ну, корреспондент мне не близко от слова совсем, если честно. Разговаривать с совсем уж незнакомыми людьми, у меня все-таки барьер стоит. Поспрашивать что-то, если от тебя требуется, опять же, провести интервью, это одно дело. А когда вот именно разговор какой-то по душам или вопрос, общение какого-то внутреннего в коллективе, мне это не близко. Ну, мне кажется, это больше вопрос темперамента. Потому что насколько ты вообще, в принципе... холерично или меланхолично, флегматично настроен? Мне кажется, меланхолия и холера тут ни при чем. Ну, от темперамента, да, зависит, согласен. Это из разряда, если ничего не понятно, как об этом говорить, а
А если все понятно, то зачем об этом говорить? Да. Типа такого. Прям в точку. Как вот с течением времени у тебя профессиональные навыки меняются? Ты заметил, вот, насколько твоя работа вот, влияет на твою жизнь? Именно на жизнь как влияет? Да. Не, единственное, это вот и с пропеллером такая история была, и на работе первое время такая история была, что я передвигаюсь на общественном транспорте, либо хожу пешком, потому что машина рано или поздно из тебя превращает в довольно ленивое существо. Я знаю. Вот. И в общественном транспорте и на улице ты замечаешь взгляд, когда человек на тебя смотрит, и причем он не будет отводить глаз, даже когда ты на него смотришь в ответ. И он смотрит, и у него в голове мелькает только одна мысль, ты видишь, что шестеренки шевелятся. Откуда я Где-то тебя видел. Я тебя видел. Да. Но эта проблема решилась очень просто. В жизни, у меня со зрением все в порядке, в жизни я хожу без очков, а в эфир надеваю очки с прозрачными линзами, и все стало на свои места, вообще все отлично. Как Кларк Кент. Я только Типа хотел того, сказать. да. Я, кстати, недавно прочитал новость в интернете, что один из преступников, там был какой-то Смог так грабитель. обмануть полицию? Нет, не смог. Он именно так маскировался, он надевал очки, его все равно задержали. И там фото, то есть без очков и в очках. Откуда вы меня узнали? Он думал, что прокатит как Супермен. Ну, видишь, мне повезло в этом плане больше, поэтому. То есть здесь работает? Здесь работает, да. Ну, это вот, да, кстати, очень интересная тема. Со мной, в особенности летом, когда вот часто ходишь пешком, здороваются незнакомые люди, при этом видно, что у них тоже предварительная вот работа. Откуда я тебя... Где-то я тебя знаю. Но я же тоже, я вижу, что на меня человек смотрит, я смотрю на него в ответ. И он, здорово. Я такой, о, привет. Как дела? И он пытается, вот, может быть, из моих ответов понять, выстроить вот эту схему. Да. Откуда же я тебя знаю? Там, что как на работе? А ты сейчас где? И очень похоже, знаете, раньше, когда по телефону звонили люди и не попадали, вот есть вот эта кривая неловкости, когда тебе уже неловко сказать, что человек не туда попал. То есть, привет, братан, как дела? Чем занимаешься? И ты такой первые 5 минут нормально, а потом он спрашивает, машину-то, говорят, продал ты? И ты такой, да, Упс. продал. А это, Маринка, что, как у нее дела? Нормально. И тебе, правда, было неловко говорить? Ну, мне было, это какой вот, лет 12, Ты же понимаешь, 12, ты 12 13. обманываешь Да. человека. И уже как-то неловко говорить, слушай, я на самом деле не знаю, кто ты. Со мной дети этим летом начали здороваться. Да, И я кстати. не понял, что произошло и что изменилось, но раньше такого не было. Дети стали смотреть новости? Нет, Не знаю, навряд ли. Дети начали здороваться привет или здравствуй. Здравствуйте. Вот это печально. Согласен. Соболезную. Да, не, нормально, быстро привыкаешь. Я помню, в первый раз я был в Китае, когда и со мной кто-то из служебного персонала поздоровался «Hello, sir». Это был первый раз в жизни, когда ко мне обратились «sir». Sir, да. И я такой «Что? Так вот, как это бывает». Вот оно, это чувство. Да. Приехал в Россию, ко мне сэр никто не обращался уже. Еще я помню, когда на рынке в первый раз начали говорить «Мужчина! Мужчина, покупай фрукты». Мужчина? Да, и это было, это было, когда мне лет 18-19 исполнилось. Это обращение чаще всего встречается в магазинах. Ну вот да, людей, да. которые сзади тебя в очереди стоят. И если ты-то парень как бы большой, и по тебе-то можно сказать, что мужчина. Если будет человек 50 килограмм стоять, то, думаю, даже если ему 50 лет, к нему навряд ли так будут обращаться. Всяко было. Это, кстати, вот вообще интересный вопрос в плане обращений. Насколько сильно у нас такая серая зона сейчас, потому что, понятно, раньше были господа, потом были товарищи, а после 92-93 года кто мы? Граждане. Граждане, да. Гражданин? Что же вы? Ну, как-то странно. И если еще, мужчине можно сказать гражданин, и то странно, то вот девушке говорит гражданка, это вот... Гражданка. Ну, хотя, если вспоминать советские фильмы, там была Да, эта да, там история. так И говорили. это воспринималось, кстати, очень даже аутентично Да, и нормально. а вот сейчас, наверное, будет очень странно. Ну, к женщинам и девушкам обращение девушка или женщина, оно как-то глаже проходит, чем... Мне тяжело сказать мужчине, там, типа, мужчина, вы выходите, там, типа, да? И или, по там, табагинской да, теме сразу, ты говоришь, братан. Нет, ты как-то обезличенно, там, типа, вы обращаешься просто и все. А вот к девушке сказать девушка, ну, как-то вообще изи. Ну, девушка, это как-то немножко даже как комплимент, Ну может да. быть, звучит. Особенно, Мне- когда ты его адресуешь женщине, далеко за А еще 60. лет 60. Да, а еще лучше 80. Да.
Да, это интересный вопрос. И, кстати, вот сейчас я начал замечать, что в интернете очень часто поднимаются, ну вот на форумах, на каких-то обсуждениях, комментариях, вот это ты мне не, там, вы мне не тыкаете. То есть, если раньше интернет был однозначно таким местом, где на «вы» было странно кого-то называть, то теперь люди прям настаивают. Это на каких площадках ты стал чаще встречать? Да везде, вот на торрент-трекерах. Не, ну там еще и не такая вот ханаля Да, творится. ну на Ханаля. форумах, на каких-то вот в комментариях где-то я часто вот почему-то последние пару лет сталкиваюсь, что Странно. я требую, мы с вами на брудершафт не пили. О, это в комментариях, особенно как под каким-либо постом, который заставляет невольно людей делиться на два лагеря, Да, за и против. да. И вот там, когда начинаются такие перетекающие оскорбления, там накал повышается, и да, там людей... Но все равно некоторые даже продолжают «вы», ну, типа на «вы» оскорблять, но на «вы». Да, и вот из этого вырастает главная проблема, что люди до сих пор не разобрались, как писать «вы» с большой буквы или с маленькой. маленькой, Все да. пишут «вы» с большой буквы, и мы настаиваем на том, что это неправильно. Ребята, «вы» с большой буквы мы пишем только венценосным особам и очень уважаемым людям в личной переписке. Нет, еще официальное письмо. И требует. официальные лица, да, там, главе государства, может быть. Нет, почему? ну- Обычные отписки муниципальные. Вот у нас, я вот до этого в окружной администрации 2 года А работал. вот, кстати, вот это вот вопрос надо на грамоте провентилировать. По-моему, вот эти официальные письма, они тоже, ну, там, «вы» с большой буквы, это немножко выспарено получается. Я тебе даже больше скажу. Сейчас, как таковые правила русского языка, по крайней мере, сколько вот я читаю... нет! Да, не то, чтобы их нет, ты какого автора ты не прочитаешь, вот сколько авторов, столько и мнений. Ну, И как таких общепризнанных... Сейчас в последнее время самая встречаемая вещь, которую ты можешь увидеть, это как, куда ставить ударение в слово. Допускается и так, и так. Ну да, есть такое. Я помню, потому что в какой-то момент словари зафиксировали. Ну, словари же фиксируют употребление слов. И кофе, которое стало внезапно среднего рода, всем сорвало крышу. И всем людям пытались донести, это не то, что теперь сейчас приемлемо говорить о кофе в среднем роде, оно, а то, что просто часто употребляют его в среднем роде, и поэтому, ну, это как-то все равно нельзя игнорировать. Ну, кофе мужского рода, так или иначе. Изначально и неправильно говорить по-другому. Но, тем не менее, из-за того, что словари фиксируют, многие люди считают, что теперь это приемлемо. Раньше, я вот помню, нам рассказывали, что некоторые из составителей словарей, они ездили по разным местам, регионам, особенно по удаленным, и записывали, как люди говорят. То есть, как они слова произносят, и что это... Филологическая практика, да. Что оно значит. И вполне возможно, что это в этом контексте, да, что вот люди зачастую употребляют именно так. Но правильно все-таки так. Но говорят вот так. И с этим, ну, сложно это искоренить каким-либо образом. То есть, если только новым поколениям уже прививать, да, правильное произношение, чтобы они, общаясь в семье, у себя дома, то есть это передавали... Нет, своим. смотри, это немного другая ситуация. Есть так или иначе профессиональный язык, то есть так какие-нибудь там, не знаю, юристы, возможно. Это же слоеный пирог, да. Будут говорить договор, а не договор, да, там возбуждаем там, Компас слово. или компас, что еще? Километр или километр. Да, все верно. То есть ударения будут ставить в зависимости от того, в какой ты профессии работаешь. Тем не менее, существуют официальные правила. Почему нельзя все это дело немного упростить? Допустим, во множественном числе нередко встречаются слова, когда во множественном числе ставится одно ударение, в единственном числе другое. Почему не сделать общее правило, что все должно отталкиваться от единственного числа? Да. Вот это, кстати, меня всегда это удивляло, потому что, ну, я всегда проверял ударение таким образом. То есть в единственном числе. Смотрите, у нас есть так, есть правило. Оно говорит, типа, вот так. Ты такой, хорошо, я выучу, но есть слова исключения. И ты такой, читаешь эти слова исключения и думаешь, а почему они исключения? Что с ними-то не так? Вроде все под них работает, никак ничто там не Это вот как раз, когда мы вспоминали. Нет, это так будет. Стеклянный, оловянный и деревянный Да. не будут подчиняться этому правилу. Собственно, почему мы об этом так много говорим? Вот в твоей работе же это, наверное, один из таких самых важных Постоянно. факторов, да. Я в день ударение, как правильно ставится в том или ином слое, проверяю, раз по 5, по 7. Это как минимум за смену. Да, многим людям кажется, что работа ведущего это так просто, и тебе дали текст, ты его читаешь. И причем
понимают. Ну, во-первых, текст не дают, ты его пишешь сам, ну, да. чаще всего. Вот, ну, не с нуля, естественно, у тебя есть какая-то фактура, но ты 100% его как минимум перелопатишь под свой язык, под свой стиль для чтения и прочее. Вот, закрывая тему с русским языком, дело в том, что... Мы ее только открыли, Подожди. Нет, именно с ударениями. Потом мы удивляемся, почему иностранцы говорят, что русский язык самый сложный вообще в принципе, и его для них невозможно выучить. Мы сами его не можем выучить. Да. О чем тут говорить? Может, стоит задуматься уже? Ну, я всем направо и налево всегда советую книгу Норы Галь, которая называется «Слово живое и мертвое». Это великий, без преувеличения, переводчик. Ее называют «Мама маленького принца». И очень многие переводы Рэя Брэдбери ее перу относятся. И там очень важная мысль во всей книге продвигает, не продвигает, как проходит через всю книгу одной нитью. Проходит через книгу одной нитью. Основная мысль, что да, язык — это живое явление, то есть это как река, она меняется, да, само собой. И русло реки может меняться с течением времени, но наша цель — сохранять красоту и многообразие языка, то есть не скатываться в канцелярит, не скатываться в какое-то просторечие, в арго и так далее. То есть изначально язык очень красивый, нужно пытаться сохранить его форму и всю экспрессивную окраску языка. Всегда появляется тема, вот когда говорят о сохранении чего-то, о том, что вот какие-то части мы должны выбрать, сохранить, а другие будут меняться. Сегодня пришел один человек, и сегодня он говорит, что эти части для нас важны, а эти не важны. Завтра приходит другой человек, он говорит совершенно иное. Это встречается везде, целиком и для каждого. Поэтому, наверное, все-таки лучше стоит зафиксировать и договориться обо всем на бумаге. Как это с законами в свое время произошло. То есть сначала функцию законов выполняла у нас, условно говоря, Библия, либо любое другое религиозное писание. Потом уже люди стали договариваться, записывать основные правила. Если что, нет, в тюрьму либо казнь. Так что тех людей, которые новые слова, знаете ли, притаскивают непонятно откуда, их надо к ногтю прижать. Нет, просто нужно прийти к одному консенсусу. И чтобы и всем оставался понятен этот язык, как правильно разговаривать, и это было без сложных пониманий и без миллиарда просто исключений. Ну, либо оставлять все как есть. Другого, мне кажется, не дано. Самое же главное, если ты чего-то не понимаешь, не побояться спросить, либо не побояться залезть в интернет, тем более в наше-то время. Вот, поэтому с каждым разом смотришь, набиваешь шишки на своих ошибках, и все, и потом просто их становится меньше. Какие-то смешные, можешь вспомнить случаи? Нет, смешных нет, грустные, но я о них не хочу говорить. Слушай, а вот что касается телесуфлера, то есть я понимаю, что текст, вот, который идет, который ты читаешь быстро, если у тебя это так, да, не с бумаги ты, или там не запоминаешь все и держишь все в голове. Вот телесуфлер, а с какой скоростью там идет? Ты сам под себя это регулируешь? Или там уже идет изначальная настройка по умолчанию, тебе просто надо успевать быстро читать? Там изначально идет настройка техника, которая тебе задает эту скорость. То есть там все измеряется то же самое, как в музыке в ударах в минуту, то есть BPM. Точно так же и сердце, кстати, биение сердца измеряется. И там та же самая история, то есть ты выставляешь скорость, которая к тебе кажется приемлемой, и он примерно с этой скоростью будет читать. Только у нашего суфлера почему-то есть своя особенность. Чем длиннее у тебя текст, тем он медленнее начинает его проворачивать. Видимо, от кэша и объема памяти текста зависит в дальнейшем его скорость. И вот, допустим, если ты берешь какую-нибудь новость 30 секунд, он у тебя будет идти нормально. Если ты берешь какую-то новость и редактируешь ее, чтобы она уместилась в минуту, я обычно байки какие-нибудь кайфовые люблю, так это... подольше порастянуть, то, что как там мошенники кого-то обманули, причем там схема прям такая прям завязанная, что там звонит по 10 человек с разных номеров, этот с ВТБ банка, этот с Газпрома, этот звонит со службы поддержки, этот со службы безопасности, вот как людей запутывают, и чтобы это рассказать, ты так или иначе должен, в 30 секунд ты не уложишься, как ни крути. Вот байки ты обычно делаешь минутные, и он начинает тебе, то, что ты практически по слогам сидишь, это читаешь, а потом, когда уже перекрытие идет, картинкой, ты плюешь, тебя читаешь с ноутбука. Тебе подсказывают же, да? Правильно, когда идет перекрытие? То есть есть же... Нет, у тебя стоит, по крайней мере, как в нашей студии, на первом этаже, где у нас весь новостной контент снимается, 90% всего, там стоит 2 монитора, и ты просто
читаешь суфлер и боковым зрением смотришь. Управление, кстати, суфлером у нас тоже, у нас у самих происходит под столом, стоит педаль. Трехкнопочный фут-свич, кстати, как вот гитарные всякие идут. Абсолютно такая же история. У тебя переключение новости вперед, переключение новости назад и посередине плей-пауза. То есть и с суфлером ты, условно говоря, командуешь сам. Единственное, бывает, что там где-то провод отошел, где-то программа подвисла или что-то в этом роде. Ну, как у нас в начале этой передачи. Ну, здесь, благо, не суфлер, но все равно. Но это ладно в начале передачи. Это еще хоть как-то можно исправить. А если во время, а у тебя часовой эфир, и там все интереснее и интереснее со временем становится, и у тебя аппаратура начинает накрываться, вот там интересно. Эфир это вообще, это, мне кажется, такой бесконечный источник одновременно веселых реально и грустных вещей. Когда только-только группа «Ленинград» стала популярна... Опа! Куда мы повернули? Да. На радио было одно из первых интервью со Шнуровым. И там было интервью в прямом эфире с задержкой в 5 секунд, по-моему. И вот мне рассказывали, что редактор, выпускающий, там просто посидел, потому что он сидел с этой кнопочкой, которая запикивала. Все, и... Кстати, эта задержка в 5 секунд, она пошла с американских каналов то ли 70-х, то ли 80-х годов, что у них, не помню точно, возник какой-то казус, как раз такой, что там нельзя было что-то пропустить в эфир. И после этого они сделали запас на редактуру, да. Оттуда все и пошло. Смотри, раньше ты очень плотно занимался музыкой, да, как ты в самом начале сказал, что у вас было очень много выступлений и так далее. Вот сейчас с этой работой ты можешь уделять время музыке? То есть поиграть на гитаре не в смысле вот просто там 5 минут посидеть, побурничать, а вот прям конкретно сесть, отыграть. Если сильно захотеть, можно в космос улететь. Любимая присказка у Васи. Будем уж честными. Ты либо делаешь, либо не делаешь. Как мне в свое время один умный человек сказал. Либо хочешь, либо не хочешь. Тут как бы одно из двух. Кстати, вопрос спорту, если мы все-таки по времени уложимся и перейдем к нему. Вот. В одно время, 2015-16 год, наверное, смотрели всякие спортивные каналы, и там вот постоянно просто самая любимая тема у людей была это как себя смотивировать. Как найти силы встать, поднять свою 5-ю точку и пойти в спортзал? Если ты находишься в поиске этих сил, то, наверное, тебе пока это не надо. Вот. О чем вопрос был? У меня есть такой этот... Просто, ребята, вот кто хочет, тот делает. Кто не хочет, тот не делает. Да, То есть ты успеваешь заниматься музыкой? Как бы тебе сказать? У нас было 7 лет работы в кавер-группе, за которые... это превратилось из хобби и любимого занятия, превратилось просто в работу. Вот мы деятельность прекратили в середине 2019 года, когда у меня там передача своя появилась, и я понял, что все, надо с этим прекращать, надо немного отдохнуть и хоть как-то силы перевести, пока там становление в том проекте происходит, и пока это все ново. Вот, и так этот отпуск у нас на год затянулся, и хорошо. Вот честно, хорошо, когда это не является какой-то работой, когда ты этим можешь заняться в свое свободное время и в свое удовольствие, а не тогда, когда тебе нужно, то это замечательно. Поэтому да, сейчас периодически инсту там недели 2 или 3, по-моему, назад открыл, потихонечку что-то, захотелось поиграть, сел, заснял, отмонтировал там вообще быстренько, закинул, все, отлично, пускай оно там живет своей жизнью. Для себя там тоже посидел, какой-нибудь пресет интересно настроил, какую-нибудь песню услышал, бах, пришел, подобрал, то есть это все вот сейчас происходит ненавязчиво, и это кайфово, это замечательно. Ты вообще, в принципе... в новой работе как часто обращаешься к своему опыту музыкальных выступлений? Это, если бы не было этого опыта, я бы не понял бы, наверное, 60-70% того, что нужно было понять. Даже элементарно постановка голоса. То есть в 2014 году, когда мы начали и до этого я в группах играл, я за микрофоном стоял, но именно в 2014 году там группой нашей Project X начали играть и отсняли полностью концерт, полностью все выступление, все песни. Со стороны, когда себя слушаешь и понимаешь, что у тебя голос ласкового мая, а ты чувствуешь в себе Сергея Шнурова, условно говоря, то надо что-то с этим делать. И была проблема, что пел в нос, а у меня вырезаны полипы, я думал, что из этого. Нет, сам виноват.
нужно над этим всем работать. И вот постановка голоса, тогда приемы, которые я изучил, они все помогли абсолютно точно так же и в телевидении. Потом та же самая история с каверами. Если ты хочешь стать хорошим музыкантом, ты так или иначе должен через себя прогнать опыт предыдущих музыкантов, которые были до тебя, поснимать со всех разных стилей, групп, исполнителей и так далее и тому подобное. Потом ты это компилируешь, у тебя получается что-то свое. То же самое и здесь. Ну, кстати, наверное, это к любой профессии применимо будет абсолютно. Ну да. То же самое и здесь. Ты берешь, смотришь эфиры других людей, ты смотришь другие репортажи, корреспондентов, ты смотришь, самое главное, актеров озвучания и пытаешься, прям выписываешь их из роликов текст вот вручную и пытаешься его там прочитать, записываешь на диктофон, записываешь на видеокамеру и сравниваешь, насколько у тебя похоже получается. И с каждым днем постепенно, понемножку. Были ли у тебя сложности, вот, знаешь, переступить через... Вот у меня такое часто, то есть, когда я слышу себя в записи или вижу, у меня невольно внутри вот это вот чувство, которое тебя так ломает, что, блин, тебе стыдно за свой голос. Тебе кажется... Детский, да, что ты тонкий голосок. отвратительно звучишь и выглядишь, и вот анализировать вот это вот все, сидеть... Чуть-чуть угол просто. Да, тут сейчас угол у нас как раз. Вот. У тебя... Вот как ты через это перешел? Или у тебя такого изначально вообще не было? Да нет, это есть у каждого. Дело в том, что когда мы разговариваем, у нас... Мы-то слышим звук еще и через черепную коробку, а у нас там очень много гармоник, вибраций, обогащает все это дело. А когда мы слушаем на записи, что вообще происходит? Кринж. Да, да. Нет, когда начал записывать, ну, вообще какие-то первые демки там и прочее, за полгода, за год работы с этим делом привыкаешь. Я вот тоже изначально думал, что, ой, как неплохо-то я, наверное, пою. Как я ошибался. Вот. Потом просто это берешь и исправляешь. Вообще, на самом деле, в плане вот экстраполяции опыта игры на гитаре, мне кажется, очень здорово вообще работать над собой, потому что когда ты только-только берешь в руки гитару, и у тебя первые мелодии получаются, ты думаешь, здорово, кузнечика сыграл, все, уже в принципе все получается. У меня, кстати, бумер был. Вот все мои друзья тоже с детства начинали с кузнечика, у меня почему-то У меня первый, на самом деле, вообще получился похоронный марш. Мне кажется, он у всех получается. А потом ты начинаешь, вот, ну, сейчас, по крайней мере, ты смотришь гитаристов, обучалки, и люди начинают объяснять, что вообще-то нужно играть чисто. Допустим, что у тебя бенды не должны улетать куда-то в разные стороны. Там. Это ты Фреда-гитариста про его хлеб и гвозди посмотрел? Про высекание. Не-не-не. Ну, я на самом деле не смог его смотреть. Я Глеба Олейника смотрю. Если вот из гитарных ютуберов реально, ну, могу посоветовать, кто интересуется. Глеб Олейник мне очень нравится, и вот у него достаточно доходчиво объясняется всегда в видео, почему важно играть чисто, почему ты должен контролировать все свои мелизмы, да, то есть как ты делаешь бенды, как ты делаешь вибрато, то есть они должны быть контрольные, ты должен точно знать, какой ты звук издаешь. И, ну, с голосом-то то же самое, ты должен контролировать полностью свой вокал и свою речь, когда ты читаешь текст, когда ты выступаешь и так далее. И это, на самом деле, очень интересная тема, как мы можем свой опыт из разных сфер применять вот в другие области жизни, в профессиональной деятельности. На самом деле, есть одна универсальная схема. Вот опять же, как рассказывал про работу, просто заходишь, первый там месяц-два пытаешься понять, что происходит, потом начинаешь искать определенную информацию, потом ты начинаешь эту информацию и опыт применять на себе. То есть там сравнивать себя с другими, пытаться к ним приблизиться, а потом скомпилировать опыт. Эта схема универсальна, она работает везде. Возьми какого-нибудь сварщика, допустим, да? Он приходит после техникума или там на практику, условно говоря, и смотрит, ему дают в руки сварочный аппарат первый раз, он там тебе нарисует так, как... Он прожигает насквозь то, что он должен был сварить. Ну да, либо как учат пятилетних детей вышиванию крестиком или вязанию, не знаю, как правильно к этому слову применимо. Вот, и получается та же самая история. Что делать? Ему приходят и говорят делать так-то, так-то. Он смотрит, у него опять не получается, но может быть уже лучше. Идет к более опытному мастеру, смотрит у него, идет, пробует повторить. О, чуть-чуть получилось. Потом у кого-то совет здесь спросил, здесь спросил, здесь спросил. Не надо бояться спрашивать. Вот, в принципе, и ответ на все вопросы. Согласен. Лучше спросить и сделать правильно, да, чем бояться и делать все долгое время неправильно.
А что вот, смотри, хорошо, вот музыке ты успеваешь уделить какое-то время. Что вот, как мы немножечко спорт затрагивали, со спортом у тебя еще что? Я понимаю, сейчас карантин, да, все залы там закрыты, ты что-то делаешь дома? Как раз таки наоборот. У нас-то спортзал открыт. Да, у нас Зараза. у нас собственный спортзал есть, и как раз когда вся эта история началась в конце марта, у нас предприятие перешло на закрытые бригады. И так или иначе формируется дежурная бригада, там определенная группа лиц, и все, и то есть на предприятие больше никто не запускается. Ну и все, а людей у нас, занимающихся спортом в такой промежуток времени, как бы напряженный, желающих не особо нашлось, поэтому утром я до сих пор прихожу, там до этого было 3 раза в неделю, эту неделю решил попробовать специализацию сделать, там каждую отдельную группу мышц каждый день походить, но что-то мне не понравилось. На следующей неделе снова на базу перейду. Вот, поэтому в этом плане все замечательно. Ты сейчас делаешь базу. Я всю жизнь делаю базу. То есть были какие-то попытки посмотреть программы всяких разных спортсменов. Последнюю, по-моему, которую я пробовал, это был этот Дуэйн Джонсон. Решил далеко не ходить. Да, но у него там много упора на... У него было, по-моему, 6 дней тренировки из 7 в неделю, и у него там вот прям специализация. Вот сколько ты в специализацию не уходишь, она... Ну, нужно просто в таком же объеме тренироваться, как Дуэйн, потому что он в 5 утра встает, чтобы бегать. Это вообще объем тренировок. Слушай, мы, может быть, в разных источниках искали, но вот я сколько не смотрел тренировочные программы там и того же самого Слая. По Слаю у меня, кстати, это была моя первая книжка по силовому тренингу. У него там сначала половина книги биографии идет, а потом полностью система тренировок с расписанными упражнениями, как правильно делать. Это, по-моему, в 2010 году она мне попала в руки. Вот, и... Практически у всех идет тренировки часто, но по небольшому промежутку времени, от 40 минут до часу 20 максимум. Да, просто это делается часто, и у них очень большой упор идет на питание. Вот просто очень большой. У них у каждого на есть питание свой и диетолог. восстановление. Да, у них у каждого есть свой диетолог, который им и одновременно, извиняюсь, и шеф-поваром является, и приготовит, им и все расскажет, и распишет, как надо. Вот, поэтому мне это не близко, честно скажу. Я вот всю жизнь привык там тянуть, сжать и так далее и тому подобное. И вот мне вот с железом работать комфортнее и прикольно. Хотя я не назову это силовым тренингом, это силовой фитнес, наверное. Ну, почему? Тренинг есть тренинг. Все-таки, когда ты так или иначе. по программе работаешь, это все равно тренировка. Может быть, какие-то у тебя появились... Ну, ты уже довольно давно занимаешься, какие-то лайфхаки у тебя появились для таких же людей, которые, ну, может, фитнесом решили заняться. Слушай, я пресс начал качать. В этом году впервые за всю свою жизнь я начал качать пресс. Что тебя подтолкнуло к этому? Меня вообще, в принципе, в зал в этот раз подтолкнуло здоровье. Когда ты за прилавком, ну, это я так наш стол в студии называю, за прилавком, либо за компьютером сидишь, а у нас дежурная смена там 10-12 часов в среднем, и так 7 дней в неделю, то невольно у тебя где-то там в районе поясницы начинает клинить. Угу. Вот, и поэтому начал в этот раз упор больше не на... У меня раньше жимовая вся вот эта вот история от груди и на трицепсы, на грудь самая любимая была. В этот раз решил упор на спину сделать. И прям вот отлично начал себя чувствовать. Сейчас единственное, еще на шею хочу впервые в жизни тоже попробовать перейти так же, как с прессом. Надо немножечко этот отдел тела прокачать, проработать, да. Но опять же, исключительно для поддержания, потому что так или иначе где-то что-то не так поспал, где-то не так посидел. Но так, без левых мыслей попрошу. Наверное, в 25 лет никто не говорит о том, что ну вот что-то поясница заболела и решила... Ну, смотря чем ты при этом занимаешься. Ну да, конечно. Чем занимаешься и какова у тебя генетика? Если тебе с генетикой повезло, ты, наверное, и лет до 40-50 при не самых хороших жизненных условиях, которые ты ставишь для своего организма, будешь себя чувствовать неплохо. Если у тебя с генетикой не повезло, ну, извините, придется что-то делать. Слушай, на своем опыте могу сказать, что... Мне с генетикой повезло. Нет, да? лично для меня... Ваня. Нет, тут не про генетику, а про... непрерывность. Вот, допустим, когда я тренируюсь без перерывов каких-либо, да, там даже пусть небольших, все идет классно.
все гладко идет, все здорово, хорошо себя чувствуешь, все тебе легко дается. Стоит прерваться. Во-первых, этот перерыв начинает тебя потом затягивать, то есть ты начинаешь искать какие-то оправдания, чтобы отлынивать, и после мне лично очень сложно разгоняться. То есть я вот после большого перерыва, вот недавно, да, буквально, то есть ввиду этой вирусной всей обстановки мы и так не могли нормально тренироваться. После я еще заболел, 2 недели вообще не мог ничего не делать, то есть я перемещался там буквально метр на метр, да. И я пошел на пробежку после этого всего. Если мне если мне еще более-менее бежалось хорошо, то после я попробовал подтянуться. И обычно я подтягиваюсь, раз 15-16, то есть нормально так, без вот этого вот всего, да. А здесь максимально я смог подтянуться 8 раз, и то с такими усилиями мне было очень тяжело. То есть я отвык абсолютно, и отжаться 20 раз — это сейчас проблема, то есть тяжело. Слушай, после болезни, это даже у тебя очень даже неплохая история на самом деле сложилась. То, что ты 8 раз еще до сих пор можешь подтянуться, даже из 15-16. Кстати, по поводу лайфхак, не лайфхак, вот сколько занимаюсь, всегда ловил себя на мысли, мне вот что-то вот... Там же есть такая история, что везде нужно поставить цели, везде нужно их запланировать, сколько времени ты потратишь на них и прочее, прочее. Вот сколько этим занимался, никогда не работало, ты все равно бросаешь. Начал впервые в жизни заниматься в свое удовольствие. Вот пришел сегодня, захотелось сегодня поделать не базовые упражнения, а, допустим, чуть-чуть больше на подсобку нагрузку дать. Ты этим и занимаешься. Получил удовольствие, забил мышцы, ушел. Завтра тебе захотелось поставить небольшой рекорд какой-нибудь в жиме. Бах, перешел на новый рабочий вес для себя. Вот когда вот в таком вот ключе занимаешься, сегодня я вообще не хочу идти в зал, у меня дома есть турник, сегодня я поподтягиваюсь. Пока что работает. 4 месяца пока еще держимся. Мне кажется, если у тебя нету каких-то именно профессиональных амбиций, именно верно. С точки зрения фитнеса, это самый здравый подход, потому что вот у меня была точно такая же ситуация. Я когда занимался, тоже вот часто читал такую идею, что когда вы занимаетесь, вы должны свыкнуться с мыслью, что вы будете это делать всю жизнь. Нельзя пойти подкачаться и забросить. На всю жизнь. Да, ты будешь заниматься этим постоянно. И когда я занимался в зале, именно тоже делал базу, вот все по книжке, туда-сё. И мне, в принципе, нравилось, но когда я начинал думать о том, что я буду делать это всю жизнь, мне это, скажем так, мысль не приносила особого удовольствия. Я думал, что, я, конечно, трачу 50 минут в день, и это, в принципе, немного, но вот что-то... Но все равно, так или иначе, первые несколько лет через это нужно пройти. Нет, безусловно. Элементарно, чтобы понять, как эта вся история работает, нейромышечную связь себе оттренировать хоть какую-нибудь, чтобы понимать, для чего то или иное упражнение, и тянуть там не трапецией, а плечами, допустим. Да, и волевой шаги, фактор, хотя бы просто, что ты должен себя заставить просто что-то делать. Согласимся. Но когда ты уже более или менее вошел в режим, вот у меня была такая проблема, что мне не очень нравилось заниматься штангой, к примеру. Я не могу сказать, что я прям долго занимался. Я занимался, полгода, может быть. И потом, у меня долгое время ударка была, вот на первом месте я, в принципе, занимался, мне нравилось, но, видимо, что-то все-таки вот недостаточно мне это нравилось, то есть я занимался тоже где-то по 3 месяца, по полгода и забрасывал. И потом, вот, как Ваня говорит, не мог вернуться в колею. Но вот когда я начал заниматься бразильским джиу-джитсу, тогда все изменилось, и это был реально первый раз, когда я почувствовал, что вот этим я готов заниматься всю свою жизнь. То есть я нашел тот вид спорта, который мне действительно нравится, потому что, по своим причинам, там очень много аспектов, и мне кажется, что любому человеку, который ищет фитнеса именно, ему нужно просто найти тот вид спорта, который ему действительно нравится. Может, это будет футбол, может быть, это будет теннис, может быть, это плавание будет, но именно то, что тебе приносит удовольствие, что не вызывает у тебя никакого дискомфорта при мысли о том, что ты будешь всю жизнь этим заниматься. Когда-то мы с тобой уже разговаривали на эту тему, по-моему, помимо спорта, который нравится, нужен еще и коллектив. Если это контактно, опять же. То есть в моем случае это вообще изи. Ты ходишь в спортзал, там один тебе по кайфу, все нормально. Потому что тебе комфортно одному заниматься. Нет, я бы не сказал, что мне комфортно одному заниматься. Наоборот, даже некомфортно одному заниматься. Потому что есть всегда такая история, например, никто тебе не вытянет штангу, если ты не сделаешь подход.
Поэтому ты, когда ходишь один, ты всегда настраиваешься на то, что штанга хочет тебя убить. И мне непонятны рассказы людей, которые говорят, что я пошел утром в зал, я был разбитый, и я позанимался, и сразу же почувствовал себя хорошо, бодрый, полон сил. Чувак, ты, походу, ходишь туда не заниматься. Приношу извинения людям, которые считают себя энергичными ребятами после спортзала. Я вас ни в коем случае не хочу оскорбить. Вообще осуждаем это. Вася сейчас говорит, как адепт Westside Barbell. Да, если тебя не тошнит, если ты станову не делал, так что у тебя потом ноги не разгибаются. Нет, ну не настолько, естественно, ну хотя бы процентов на 80 от твоего максимума, ну 70-80, мне кажется, ты все-таки должен сделать, если ты идешь по схеме, там, день через день заниматься. Ну да, если ты занимаешься по объему 45 минут, ты в любом случае должен интенсивно достаточно тренировку проводить. Но там, если у тебя какой-то тяжелый базовый день, вот сегодня у меня спина, допустим, была, там, уходит час 10 на тренировку, потому что вот на большие группы мышц оно всегда стандартно уходит больше. Как ни крути. Да. Что касается веса, да, я очень завидовал всегда людям, которые могут набирать вес. Это вечная история, что одни завидуют другим. Вот, потому что я максимально, когда занимался в тренажерном зале, я ходил в Спарту, я набирал 85 килограмм. Это был мой максимум, и прям я такой, ничего себе, 85 килограмм. Сейчас дальше 83 я не могу никак подняться. Я не знаю почему, что нужно с этим делать, но у меня вообще не идет. Набор веса не мое. У тебя вес распределен хорошо. У меня, допустим, весь вес обычно в ногах. Вот ноги тяжелые, в тех местах, в которых он мне не нужен, он падает именно туда. Да, ну, видишь, у каждого свои особенности организма, эктоморф, мезоморф. Вот я за июнь с 90 до сотки прыгнул, вообще не напрягая. Я вообще не напрягался. Я 2 года вообще не напрягался. Я вообще по жизни не напрягаюсь. Ну, да, это вот та ситуация, когда действительно есть два типа людей. Кто-то пытается сбросить, кто-то пытается набрать, и они друг друга... Нет, третий тип мезоморфом вообще все отлично. Ну, это какие-то совсем счастливые люди. К счастью, я таких не встречал. Почему, к счастью? Ну, чтобы не завидовать еще больше. Да, прикинь, человек, который говорит, да мне вообще все нормально, у меня... Ну нет, у нас у Эрмяка примерно такая ситуация. Вот он не особо скидывает, не особо набирает, ему вообще... На 75 он держится, примерно так. Ну, все люди действительно разные, и все очень по-разному реагируют на физические упражнения. У кого-то... Ну вот, допустим, у меня от становой тяги, я знаю точно, что меня пробивает на жор, и я где-то вот месяца 2 после этого не могу остановиться. Я жру и жру. То есть я обычно не ем хлеб. Вот, кстати, интересно, почему именно от становой тяги, а не от приседа? Вот да. То есть я обычно не ем хлеб. Ну, очень редко. А тут такая ситуация. Ты утром подходишь к столу, видишь, лежит кусок хлеба. Без ничего. Ты берешь его и съедаешь. Просто сжираешь. Как в улице Сезама. Коржик. Cookie Monster. И что с этим делать? Ну, не знаю. Не покупать хлеб, очевидно. Ну, нет. Или не делать становую. Ну, вот я, в принципе, кстати, вот из всех упражнений мне становая, наверное, больше всех нравится. И что теперь? Что теперь делать? Ну, ты можешь посмотреть на Ютубе Мишу Кокляева, порадоваться за него, а потом пойти на джиу-джитсу. Пойти на джиу-джитсу. Вот он. Главный вообще выход из всех проблем. А что с Михаилом случилось Кокляевым? Я не в курсе просто. Ну, просто у него становая там сколько? У него же очень долго... 300 килограмм там. Нет, почему? У него 412,5, по-моему, это в классике и без экипировки. Без экипировки. Да, в классике, не в сумо, опять же. И его потом Белкин, если мне память не изменяет, побил, а дальше я уже, если честно, не следил. Ну, немножко подытоживая тему спорта, я хочу сказать, что, наверное, сейчас уже не надо никому доказывать, что фитнес, ну, вот спорт, физкультура, фитнес, то есть вот не профессиональный аспект, а именно бытовой спорт, он очень важен именно для качества жизни. Да, то есть, да, это 100%. Неважно, чем вы занимаетесь, спорт необходим для того, чтобы вы по прошествии времени не чувствовали себя разбитым. Ну, такая физическая активность, да? Да, Может да. быть, это прям не совсем спорт, но какая-то физическая активность, которая вам позволит все-таки лишнее сжечь, то, что вы накопили. Плюс мышечный тонус, он должен быть. Сейчас очень много сидячей работы у людей, да, и
Если ты постоянно сидишь, ты начинаешь, не знаю, настолько у тебя мышцы атрофируются, что ты потом, вот как в фильмах про зомби, ты от зомби не убежишь. Вроде там... Вот вы замечали, да, смотришь, и там человек побежал, и буквально через пару метров его сразу же догнали. Потому что у нас... нету этой привычки, то есть она... Потому что он не занимался фитнесом, ты хочешь сказать? Вообще никакой физической нагрузки у человека нет, он сидит, лежит, иногда проходится по лестнице, все. Ну да, я думаю... То есть в его тренировочный процесс нужно вписать побег от зомби. Хотя бы. Чтобы из себя предостеречь в дальнейшем. Да, в дальнейшем. Недавно вот Zombieland 2 посмотрел, там как раз, опять напоминаю, кардио, это очень важно, это одно из первых правил. Да, будь в форме. Не, ну опять же, зомби бывают разные, есть как в «Ходячих мертвецах», а есть как в 28 дней спустя. Тоже подытоживая, помимо физической активности, как всегда, нужно знать меру. Есть такая история, особенно у мужчин, наверное, по большей части, когда ты приходишь и просто смотришь, что там-то ребята тягают ничего себе по 200 килограммов, а я тут 20. Попробую-ка я соточку потянуть. Попробую-ка я, да, что-нибудь потянуть. Без разогрева. Но по итогу вы потянете так... Позвоночник. Да, что-то. Это вроде бы шутки, но вот, допустим, из собственного примера, я в 17 лет, когда начал приседать, у меня за 3 месяца там, не рабочий вес, а так на 3 повторения, условно говоря, присед скаканул с 50 килограммов до 145 за 3 месяца. В один прекрасный момент я, забивая на разминку и забивая там на какие-то там подходочные веса, что их нужно там хотя бы шагом в 10 килограммов кидать, или хотя бы в 15 брал и закидывал там шаг в 40 килограммов, то есть там, условно говоря, 60, 100, 145, и поехали. Вот, по итогу, здравствуйте, точнее, до свидания, колени. И 10 лет я каждую весну и осень мучился с менисками. Вот, в этом году первый сезон, когда все было хорошо. Поэтому, друзья, это не шутки. Да, и соблюдайте технику безопасности. А еще лучше на начальном этапе возьмите себе тренера. Хотя бы на месяц-два, чтобы вам показали правильную технику, а не вы набили свои ошибки. Есть две невосполнимые вещи. Это время и здоровье. Давайте его беречь. Хотя бы одно из сказанул. Мы не затронули тему твоей передачи. Да, кстати. Давай. Затрагивайте. Давай затронем. Новости IT, верно же, да? Да. Так а вопрос в чем? Ну, расскажи же. Да, почему? Почему решился? Это изначально была идея Министерства инноваций и цифрового развития нашего. Они являются нашим куратором. И как раз Анатолий Аскалуныч Семенов, он подал идею. Раньше была такая передача, наше поколение ее застало, называлась, насколько я помню, Battle City. Когда ребята в середине 2000-х годов по телеканалу ТНТ, там были переходы на СТВ на тот момент, и чувак рассказывал про видеоигры, новинки, которые сейчас выходят. И вот что министр, так скажем, сказал, что потом встречался с ребятами, нынешними разработчиками, и что очень многие говорили, вот мы в свое время так познакомились с компьютером, мы захотели с этим дело иметь. Что в свое время смотрели, было интересно, было прикольно, так вот и начали. Все, оттуда передача и родилась, по сути. А еще это была компиляция многих техноблогеров, которые есть на Ютубе. Это и новости IT, которые выходят на телеканале «Россия-1», то ли «Россия-24». Это был и Вилсаком, это был и «Ай как просто», и вот все вот на тот момент, там, 2019 года популярные техноблогеры. Это все просто компиляция. То есть у нас сначала идет мировая повестка, потом российская, потом мы начинаем рассказывать про какую-то якутскую тему, что у нас есть там ребята, которые делают роботов, или ребята, которые делают приложения, или наши там ребята поехали в Москву, выступили, заняли такое-то место, получили такой-то грант. Вот, и завершаем все, как правило, игроновостями. Слушай, я посмотрел один из твоих выпусков, и у меня сразу же возник вопрос, что за масонский знак? Что вот это? Это изначально история, как у всех других, что некуда девать руки. Некуда девать руки, да. И все, и они встали сами собой. Вот как я встал в кадр изначально, так вот оно и получилось. Да? Возможно. Это не масонский, это я любовь показываю просто, да. Это вот по поводу популярности темы IT.
Это очень странно. Это очень странно. Я сразу в твоих глазах вижу интеграцию. Небольшая минутка интеграции. У нас в колледже... Let's Shadow Legends. В Якутском колледже инновационных технологий, кстати говоря, у нас открываются новые специальности, связанные с IT. И, судя по количеству заявок, это очень до сих пор востребованная тема. Хотя вот пандемия немножко пошатнула вот устои IT. Но люди все равно идут. Это говорит о том, что мы только в этом направлении будем больше и больше развиваться. И, конечно, новости IT, наверное, любые новости, они в конечном счете должны... так, универсальными. Для меня, если честно, большая загадка, почему ты говоришь до сих пор IT-востребованная специальность, потому что по данным, которые имеются у меня, нам и СФУ предоставляли данные, и мы с ректорами разговаривали, других университетов, все говорят, что наоборот, с каждым годом на IT-специальности приходит все больше и больше и больше. Первые 20 выпусков, это вообще изначальная задумка была, что знакомить с разработчиками нашими местными, и первые 20 выпусков я сразу предвидел, что рано или поздно разработчики закончатся. Ибо у нас мне не верили, но так оно и получилось. Нет, на самом деле ребят много. И ребят классных, талантливых много, но далеко не все потом уже по итогу соглашаются на то, чтобы дать интервью. Они говорят, у нас другая целевая аудитория. Потом ребята допустим, заняты чем-то. Вот сейчас они работают над проектом, и они вот ни на что не хотят отвлекаться. Вот поэтому у нас со временем не то чтобы отказались от этой идеи, но немножечко это все дело приостановилось. Но первые 20 выпусков, да, у нас каждая... Кстати, братья Ушницкие, по-моему, наша программа первая, где они дали живое интервью. Да? Именно не печатное, а именно живое интервью первый раз, и вот второй раз на Новый год мы делали выпуск, они нас тоже к себе позвали, тоже мы отсняли там на 13 аж на минут. Кстати, с Ушницкими, это, если мне память не изменяет, 8-й выпуск, он, по-моему, у нас самый просматриваемый в HDTV, там что-то 14 тысяч, что ли. Вот. Так в среднем сейчас статистика от 6 до 8 тысяч просмотров держится. Вот. Но да, поначалу интервью было. И было прикольно, здорово. И, кстати, вот по поводу старых айтишников, как ты начал говорить, тоже заметил очень интересное разделение, что есть молодые ребята, они не подвязаны на язык. Они очень, вообще, современные айтишные ребята, они, как правило, замкнутые, они тяжело идут на контакт, но они высококлассные специалисты. А есть люди, которые примерно... Наоборот. Нет, не то чтобы наоборот, они чуть старше нас, возможно, пришли там с бизнеса вот того старого, и у них появилась какая-то идея, либо появились какие-то люди, которые выдвигают эту идею, и они вместе сделали некую коллаборацию. И они, наоборот, они могут все рассказать, за жизнь тебе расскажут, они тебе расскажут, как эта система работает именно простым, понятным языком. Но с технической стороны они не дотягивают до этих. И вот найдется ли этот баланс, или все же уйдет в новое поколение, которое сидит за компьютером сами у себя на уме и зато классно Мне делает. кажется, будет больше объединения. Вот те старое поколение, которые владеют очень хорошо устной речью и могут что-то объяснить, при этом у них есть какая-то основа, чтобы понимать, как это работает. Они, скорее всего, как мне кажется, могут привлекать тех ребят, которые не очень хорошо и, может быть, не то, что не очень хорошо говорят, они любят разговаривать, да, но с технической точки зрения у них прям все идеально. И вот это будет хороший тандем. То есть одни делают, вторые освещают. Я жду того момента, когда мы перестанем относиться к IT как к отдельной сфере, потому что уже ни для кого не секрет, что мы прочно и надолго завязаны с этой технологией, и в конечном счете это будет частью, наверное, каждой отрасли, и вот отдельно выделять айтишников... Она уже есть в каждой отрасли, абсолютно в каждой организации есть свой сисадмин, который отвечает за сервер, за объединение всех компьютеров воедино. В каждой практически организации есть один из бухгалтерий, там так или иначе будет свой айтишник, который все это поддерживает. И я думаю, что мы все-таки, надеюсь, придем к той ситуации, когда любой образованный человек будет иметь достаточную квалификацию, чтобы в каких-то пределах
исполнять функции и сисадмина, и, может быть, программиста. Во всяком случае, работа с базами данных, с интерфейсами для такого человека уже не будет составлять никакой проблемы. Потому что сейчас, как мне кажется, вот отдельная профессия айтишник именно в каких-то технических областях, это вот сродни тому, что было в начале 20 века, когда были телефонистки. Но, опять же, телефонистки были востребованы там, где есть телефоны. И IT будет развиваться ровно там, где есть интернет. Именно почему у нас сейчас все эти национальные проекты по цифровизации идут. Да, у нас там ежегодно просто там тысячами километров волс сдают. Там у нас каждые полгода или каждый квартал отчет идет, что сдали столько-то, подключили столько-то населенных пунктов и прочее. Все. Вот когда вот эта вот сетка паутина объединит абсолютно каждый населенный пункт, даже в котором 2 дома и 3 бабушки, вот тогда да. Ну что же, очень информативный выпуск получился с Васей. Нашим подписчикам просьба продолжать задавать вопросы какие-то. Я думал, ты сейчас скажешь, очень интересным получился разговор с Васей, нашим подписчиком. Я надеюсь, что Вася наш подписчик. На самом деле нет. Не подписан. Мы пригласили сегодня нашего подписчика. А представляешь, сделать такую передачу, когда мы выбираем самого активного подписчика и приглашаем его на разговор? И приходит Лера. Оставляйте свои комментарии, если у кого-то какие-то остались вопросы, может быть, или кто-то что-то захотел бы узнать. Я думаю, мы еще не раз увидим Васю у нас в студии. На гитаре я больше играть не буду. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. С вами была программа «Ветви». Всем пока. Пока. Ветви — это, конечно, хорошо, но помните, берегите себя и своих близких. Конец. Поступай в Якутский колледж инновационных технологий и осваивай востребованные специальности. IT, экономика, правоохранительная деятельность, логистика, диплом государственного образца. Есть бюджетные места. Звони 36 91 91. Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента предлагает учебные программы высшего профессионального образования. Направление юриспруденция, экономика, менеджмент. Прием заявлений онлайн на сайте www.vcm.ru. Телефон 36 91 91. Восточно-Сибирский лицей объявляет набор на новый учебный год. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Восточно-Сибирский лицей расположен в 203-м микрорайоне в новом учебном корпусе. Телефоны 36 91 91, 26 26 60.